живое, пяе кожный своим строем. Тебе хвалить все живое, пяе кожный своим строем. Уймя Отца и Сына и Духа Святого. Амен. Позвони и с Духом Твоим. Гэта найсвятейшая ахвяра будзе ахвяравана Пану Богу ў інтэнцыі памерлай Ганны, святая мша у тридцатый дзень пасля смерці. Просім милосерднага Бога, каб падарыў яе жыццё вечным у Езусе Христе. Каб вы маглі годна скласці гэтую найсвятейшую ахвяру, перапросім Пана Бога за наши грехи и слабости. Другая форма акту покаяния. Змилуйся над нами, Пане, бо зграшили мы супроть Тебе. Окажи нам, Пане, Твою милосердность и дай нам Твое славление. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, и, отпустивши нам грехи, доведи нас до життя вечного. Пане, змилуйся над нами, Пане, змилуйся над нами, Христе, змилуйся над нами, Христе, змилуйся над нами, Пане, змилуйся над нами, Пане, змилуйся над нами. Молимся. Милосердный Боже, выслухай покорные молитвы Твоего народа. Нехай Христос, наш наивышейший святар, подобный до нас телом и ровный Тебе увеличи, яки избавил свет свою пасхальную ахвярою и заступается за нас, поеднай нас с Тобою и учинить досконалыми, яки с Тобою живей владарить у едности Духа Святого, Бог прозусе веки вечные. Амен. Читание книги Деяв апостолов у тыя дні, калі слуги привялі апостолаў на месца пасяджэнняў, першы святар спытаўся ў іх: ці не строга забаранілі мы вам навучаць у імя гэтае? І вось вы напоўнілі ўвесь Иерусалим вучэннем вашым і хочаце абвінаваціць нас у крыві гэтага чалавека. Пётр і апостолы адказалі: трэба слухацца Бога больш, чым людзей. Бог айцоў нашых уваскрасіў Езуса, якога вы схапілі і павесілі на дрэве. Бог узвысіў яго правіцаю сваёй, як владара і збаўцу, каб даць Ізраілю пакаянне і адпушчэнне грахоў. І мы сведкі гэтых слоў. І Дух Святы, якога Бог даў тым, хто паслухмяны яму. Калі пачулі гэта, разгневаліся і вырашылі іх забіць. Гэта Слово Божие. Дзякуем Пану Богу. Няшчасны паклікаў, і Пан яго выслухаў. Няшчасны паклікаў, і Пан яго выслухаў. Благословлять буду Пана во все часы, хвала Его заўсёды на моих уснах. Покаштуйте и убачьте, які добрый ёсць Пан, счастливый человек, які на Яго спадзяецца. Няшчасны паклікаў, і Пан
обличчя Пана супроть тих, хто чинить зло, ка пам'ять про їх стерті землі. Яни кличуть, і Пан чує, і от усіх бідов їх вибавляє. Близький Пан до тих, чиє серця змучена. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Ти повірив, Тамаш, тому, що бачив мені, каже Павел. Щасливі тие, хто не бачив, а повірив. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами і з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія поводле Яна. Хвала Тобі, Пане. У той час Єсус сказав своїм учням: хто приходить з вишині, той і єсть над усіми. Хто з землі, той землі, і говорить по земному. Хто приходить з неба, той і єсть над усіми. І що бачив і чув, про то і свідчить, але свідчення Єгоного ніхто не приймає. Той, хто прийняв Єгоне свідчення, підтвердив, що Бог правдивий. Бо той, кого послав Бог, говорить Слово Божие, Бог без меры дає Бог, Ему Духа, а Отец любить Сына, і все додав у руки Єгоне. Хто вірить у Сина, має життя вічне. Хто не вірить у Сина, не убачить життя, але гнів Божий зостається на ним. Гэта слово Пана. Хвала Тобі, Христе. Нехай слово Святого Євангелія знімуть грехи наші. Треба слухати більше Бога, чим людей. Гэта правда, якую говорить Петр, а так само апостоли, як же важне у житті кожного з нас. Бо ми, дорогі, каб сапраўды бути вучнями, сапраўдними вучнями Єсуса, ми так само закликані слухатися більше Бога, чим людей. І ось каб менавіта жити тим, що хоче від нас Господь, чого прагне від нас Господь, каб розпознати Його голос, нам треба захотіти Його слухати. Нам треба, так само каб слухати, нам треба достати ті навушники, якими забиті, може, ті пробки, якими забиті наші уші, для того, каб постаратися почути Бога у своєму житті, тут і тепер, який промовляє, який закликає, який учить. Да бувайся про заступництво воскреслого Пана, узнесем наши молитвы, Тебе просим. Молимся за Святый Костел, как обвещал свету из мертвых повстания Христа и был свидком Его перелома и на смерть. Тебе просим, выслухай нас, Пане. Молимся за святого, как они имкнулись выполнить Божию волю, деле добра людей. Тебе просим, выслухай нас, Пане. Молимся за тих, хто працює в судових установах, каб виконували свою працю згодно з принципами справедливості і власного сумління. Тебе просим, выслухай нас, Пане. Молимся за людей, стомлених життям і розчарованих неудачами, каб у воскреслый Христос одарив їх своїм спокоєм і радістю. Тебе просим, выслухай нас, Пане. Молимся за наших померлих, особливым чином за померлую Анну, каб обмытые кровью Христа и вошли в Божие благодарство. Тебе просим, выслухай нас, Пане. Молимся за нас, удельников этой святой охвяты,
каб мы, разважаючы над Божым Словам, умелі таксама кіравацца ім у нашым штодзённым жыцці. Цябе просім, выслухай нас, Пане. Выслухай, Боже, нашей молитвы и учини, каб радуючыся з мёртвых паўстанню Твайго Сына. Мы былі годныя глядаць Яго хвалу, які з Табою жыве і валадарыць праз усе векі вечныя. Амин. Благословенный Ты, Пане Боже, со свету, бо дякуючи Твоей щодрості ми отримали хліб, плод земли и працы рук людских. Ах, веруем в Тобе, как Юстал для нас хлебом життя. Благословенный Ты, Боже, навеки. Прости, Господи, воды и вина, дай нам почуть напутствие Христа, який прийняв нашу чоловічу. Благословенный Ты, Пане Боже, со свету, подякуючи Твоей щодрості ми тримали вино, плод виноградной лозы працы рук людских. Ах, веруем в Тобе, как и оно сталося для нас тобою духовным. Благословенный Ты, Боже, навеки. Прийми, Пане Боже, нас, які стоїть перед Тобою, у духу покорі со слухою серця, а наша вера, яку Тобі складає, нехай буде Тобі достойною. Звізьми бензиною і з кровою очисті. Молитеся, брати і сестри, каб мою і вашу веру прийняв Бог, Отець Усемогутній. Нехай Пан Бог прийняв веру з рук Твоїх, на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему Костелу Святому. Отче Небесный, нехай узнесутся до Тебе наши молитвы и веры, как очищенные Твою ласкою стали годными удельничать у сакраментах Твоей великой любови. Праз Христа, Пана нашего. Амин. Пан з вами и с Духом Твоим, улову серце, узносим их до Пана. Подякуем Пану Богу нашему, годно это и справедливо. Сапраўды годно это и справедливо, слушно, избавенно. Как мы Тебе, Пане, завсёды славили, а особливо в этот час больш урочисто, обвящали Твою хвалу, коли Христос был охвярваний, як наша Пасха. Праз Яго Сыны святла нараджаються до вечного життя, а для вірників отчиняются брави владарства небесного. И Он своей смертью перемог нашу смерть, а Его из мертвых повстания стало задатком нашего воскрешения. Тому откупленное человечество во всем свете радуется в воскресении Христа. А хоре муло, разом с усими святыми, узносить Тебе гимн хвалы, неоспырно ускликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Хосанна на вышинях, благословенный Твой, кто приходит у имя Пана, Хосанна на вышинях.
святых, и справедливо хвалить Тебе все Твое створение, бо праз Сына Твоего, Пана нашего, Иисуса Христа. Действуй мощью Духа Святого, Ты все оживляешь и освящаешь, и неоспинно сбираешь народ свой, который с восходу солнца и до запада складал имени Твоему чистую охвяну. Тому покорно молим Тебе, Пане, освяти мощью Духа Твоего эти дары, якие мы принесли Тебе на охвяну, как стали соединены телом и кровью Сына Твоего нашего Пана Иисуса Христа, який нам наказал здійснять эту таємницю. Бо у тую ночь, коли был выдаден, узял хлеб и подяку Тебе складаючи, благословил, ломал и раздавал своим учениям, кажучи: берите и ешьте за этого все, бо это есть тело мое, якое за вас будет выдано. Подобным чином по вечерю узял келих и подяку Тебе складаючи, благословил и подал своим учениям, кажучи: берите и пейте из его все, бо это есть келих крови моей, нового и вечного заповета, якая за вас и за многих будет пролита, деля отпущения грехов. Это чините на мою память. Другая форма аккламации после консекрации. Вызнаем таємницю віри, Пане, коли споживаем этот хлеб и пьем из этого келиха, обвящаем Твою смерть и чекаем Твоего престя у хвале. Пане, вспоминаючи звавшую муку Твоего Сына, а так само Его цудовное воскресение и в Его шествие, и чекаючи Его другого престя, с подякой складаем Тебе эту живую и святую охвяну. Узряй, просим, на дар Твоего Престола, и прими его як охвяну, якой Ты пожадал быть милостивым. Да злока мы, узмоцненные телом и кровью Твоего Сына, наполненные Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом у Христе. Нехай Отца учинить нас вечным даром для Тебя, как мы смогли отримать спадщину с выбранниками Твоими, найперш с наисвятейшей Панной, Богородицей Марией, со святым Юзефом, ее бранником, со святыми апостолами Твоими и славными мучениками, и всеми святыми, про заслуги свояких, мы сподяримся на Твою нестомную допомогу. Просим Тебя, Пане, нехай эта охвяна нашего поеднания принесился в свету спокой и исполнение. Будь ласкав, умацевать у веры и любови костел Твой, який белегривой на земле, со слугой Твоим, Папом нашим Франтишком, Біскупом нашим Тадеушком, з усіми біскупами, усім духовенством и с усім народом Тобой откупленным. Будь милостивый, да просьба в этой земле, якая по Твоей воле стоит перед Тобой. О добрый Отче, ласкаво з'єднай з собою усіх рассеянных по свете
детей Твоих, наших помилуй, брату и сестер, и усих, кто ласцы Твоей душу святого свету, милостиво прими у владарства Твое. Дей мы сподяемся быть, как разом с ними завсюду радоваться Твоей хвале праз Христа, Пана нашего, праз яко годоваешь свет усякими добротами. Праз Христа с Христом и в Христе, Тебе, Боже мой, всемогутный, уедности Духа Святого, уся пошана и хвала, празу себя вечные. Аминь. Просим, молимся до Отца Небесного, як нас научил молиться Иисус Христос. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будьте воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденно дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим. И не уводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просим Тебя, Пане, збав нас от всего злого, дай ласкаво спокою дни наши, да поможи нам в милосердности Твоей, как мы были завсюди вольные от греху, и захованы от всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи, и пристя збавца нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и мощь и хвала на веки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, спокой покидаю вам, спокой мой даю вам, просим, не заважай на грехи наши, али на веру костела Твоего, и будь ласкав Господна с Твоей волей, а дарыце по спокоем и едностью, яки живешь и владаешь, на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсюди буде з вами, і з Духом Твоїм. Передайте ближнему знак спокою. Баранку Божий, яки береш на себе грехи и свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, яки береш на себе грехи и свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, яки береш на себе грехи и свету, одари нас упокоем. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи світу, благословили і покликали на вечеру Його. Пані, я не вартий, как Ты войшов в мене, але скажи только слово, и будь оздоровлена душа моя. Тело Христа нехай заховає наш вечный. Езу сердце Ты мои, радость избавления мне открыл,
Пан каже, будь я з вами во всі дні, аж до скончання віку. Аллилуйя. Молимся. Усемогутный, вечный Боже, Ты праз мертвых по устанию Христа одрадил нас до життя вечного, помнож у нас плен пасхального сакраменту, и умацуй хлебом збавлення нашої серці, праз Христа, Пана нашого. Амен. Пан з вами и с Духом Твоим. Нехай вас благословить Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокою Христа. Дякуем Пану Богу.